Zegi hamo aktakwa Hazes hutswa esem sha Nas huchkosha agrah goit nasha nakshko We qaloit ha agrah goit Ashuk's chutsu bas narboit Hazep shoy chutsu aktakwa na zosha Ashuk's chutsu harko Sai wai osas tahu Suez svare chapchigoku U bartrop sevna abkharevna soysmo Aslay wait atachun Ilay wait hakwarchun Uryarla Ashuk's chutsu hakwa Мшыбзиақәа аефир ҿыҟоуп аинформациа ҭыжьымҭа ажәабжьқәа. Иахьа аҳәынҭқарра хада Бадра Гәынба Аԥсны Жәлар Реизара апарламент ахь анашьҭымҭа ҟаиҵоит. Уаҟа иалкаахоит аҳәынҭқарра ашиара иашьагәыҭу ахырхарҭақәа. Иҳамоу аинформациала анашьҭымҭа сааҭки бжаки ицалоит. Иара шәҳарбоит ишиашоу ицо аефирала аԥсуа телехәаԥшра аканал аҿы, иара убасгьы Фейсбуки, аYouTube ҳканалқәа рҿы. Анашьҭымҭа мҩаԥысуеит аминистрцәа реилазаара ахыбраҿы. Уаҟа аус руеит ҳкорреспондентцәа. Уажәы дара ажәа раҳҭап. Фатима, иаҳзеиҭаҳә аҭагылазаашьа зеиԥшроу ауаа еизахьоума? Шәанбазыԥшу Аԥсны Ахада иааира? Аҿиара ахырхарҭақәа уҳәа атәыла ахада Бадра Гәынба Жәлар Реизарахь иҟаиҵо анашьҭымҭаҿы дыззааҭгылоз зҵаарақәа еиуеиԥшым. Уажәы ишыжәбо еиԥш адепутатцәа, ауаажәларатә усзуҩцәа, аполитикатә ауаажәларатәи аусзуҩцәа, аминистрцәа уҳәа аминистрцәа реилазаара ахыбраҿы ааира иаҿуп. Уажәы ушьҭан ҳарахь дымҩахыҵраны дыҟоуп Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Бадра Гәынба. Ишәгәаласыршәоит ҳара ишиашоу ицо ефир аҿы аус шаҳуа. Уажәы ҳиҿцәажәоит ауаажәларатә палата алахәыла Дауд Агрба. Дауд атәыла ахада инашьҭымҭа ҵакыс иамоу, насгьы ишьҭыххо зҵаарақәа зегьы ҳәарада ихадоуп. Убри аан иарбан зҵаарақәоу шәара ишәаҳарц ишәҭаху? Сара сгәанала аҵакы даара иҳаракуп, избан акәзар аҳәынҭқарра ашьақәыргылара аҳәынҭқарра аҿиара иазкуп. Сгәанала иара дазааҭгылар ҟалоит аҩнуҵҟатәи ахырхарҭа угозар адемографиатә зҵаарақәа. Ишаҳдыруа еиԥш даара иҵаруп убри азҵаара, ҳқыҭақәа ирыдҳәалоуп, ҳаԥсуара иадҳәалоуп, насгьы убри адемографиа адагьы асоциалтә економикатә зҵаарақәа, уигьы зегьы нас иеидҳәало рацәоуп, иаҳдыруеит Аԥсны Аҳәынҭқарра аекономика мҿиакәа изышьақәгылаӡом, ус иҟоуп.
адунеи аҟынӡа наӡаӡо. Убарҭ аусқәа дырзааҭгылоит ҳәа сгәы иаанагоит. Насгьы аҩнуҵҟатәи ашәарҭадара зҵаарақәа адәныҟатәи ахырхарҭа угозар, уи жәлар бжьаратәи ҳаизыҟазаашьақәа дырзааҭгылоит ҳәа сгәы иаанагоит. Сара иалкааны исҳәаз ҽазнык исҳәар сҭахуп, адемографиа, аекономики, асоциалтә зҵаарақәа раԥхьа исыргылоит. Иҭабуп даараӡа ҳаиҿцәажәаразы уажәы ишыжәбо еиԥш ауааԥсыра рҭыԥқәа аанкылара иаҿуп. Араҟа иҟоуп раионқәа рхадацәа, адепутатцәа, аминистрцәа, ажәакала ҳтәыла аԥхьаҟатәи аҿиара аҿы тәыла хада ивагылоу ауаа иҳәатәуп. Аԥсны ахада Бадра Гәынба изы ари напхгара аҭараҿы дыҟоижьҭеи ари раԥхьатәи жәлар реизарахьы инашьҭымҭо ауп. Ҳара аус ҳауеит ишиашо ицо ефираҿы, шәара ҳаҭыр зқәу ҳтелехәаԥшцәа ишәымоуп алшара, араҟа имҩаԥысуа ахҭысқәа зегьы ишиашо ицо аефир ала шәахәаԥшыр. Я приведу, иди сюда. Я приведу. Раз. Сейчас идет один из вопрос, мы можем найти с вами прямой эфир Абхазское телевидение. Ни о чем не говорите. صحار يحيد ذوي صحار يشحر ويجي بصاحي ويتخيلها زما خطر حرفة من الشري شحر تيشتخوكا تاخذوا شامو السيشك سبعة حبات في شعر Ничего.
лично ничего нет. Это в спутнике все, да. Я думаю, если обратиться к ним, поделятся. В редакцию. Спутником. Ҳаҭырызқәоу Бадра Зураб-иԥа, абзиарашәымаз ҳаҭырызқәоу адепутатцәа, асасцәа. Аԥсны Аҳәынҭқарра Аконституциа инақәыршәаны, Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада атәылаҟны иҟоу аҭагылазаашьазы, Аҳәынҭқарра аҩныҵҟатәи адәныҟатәи аполитика ахырхарҭа ахадақәа рзы Аԥсны Жәлар Реизара апарламент ахь есышықәсатәи анашьҭымҭа ҟаиҵоит. Добрый день, уважаемый Бадра Зурабович, добрый день, уважаемые депутаты, гости. В соответствии с Конституцией Республики Абхазия, президент Республики Абхазия обращается к Народному собранию парламенту Республики Абхазия с ежегодным посланием о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В зале присутствует достаточное количество депутатов для того, чтобы приступить к работе. Заседание предлагаю считать открытым. Ажәа имоуп Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Гәынба Бадра Зураб-иԥа. Ҳаҭырзқәоу Аԥсны Жәлар Реизара ахантәаҩы адепутатцәа, ҳаҭырзқәоу ҳауаажәлар, Аконституциа инақәыршәаны шәара шәышҟа анашьҭымҭа ҟасҵоит аҳәынҭқарраҿы иҟоу аҭагылазаашьа аҩныҵҟатәи адәныҟатәи аполитика ахырхарҭақәа рыла.
ҳара инацкьаҳго ашықәс ҳҭалеит изаамҭанытәи махада иалхра рыла. Урҭ рхылҿиааит ҳҳәынҭқарреи ҳауаажәлареи зҭагылаз аполитикатә ԥышәара ду. Усҟан ишышьақәгылаз акризис аҳәынҭқарра асистема иамоу аԥсыҽра реиԥш, даҽазныкгьы иаанарԥшит Аԥсны жәлар рҟәыӷара ду, урҭ рыԥсадгьыли аҭынчреи аҭышәынтәалареи реиқәырхара аҵак ду шарҭо. Гәаартыла, аицәажәара ҳполитика асистема уасхырс иамазароуп. Сара агәра ганы сыҟоуп иҳамоу ауадаҩрақәа мӡакәа иаартны ишрылацәажәатәу. Абас еиԥш аус азнеишьа ауп ҳауаажәлар рҿаԥхьа ииашоу ахымҩаԥгашьа. Зқьыла иаҳауа ашәҟәқәа, ақалақьқәеи ақыҭақәеи рҿы исымаз аиԥыларақәа, абарҭ зегьы еихшьаланы ишьақәсыргылеит иахьатәи сажәахә. Ихаҭаны изысԥхьаӡоит аиҳарак арзааҭгылара, аҩныҵҟатәи азҵаарақәа, аекономикатә ҿиара, ҳауаажәлар рыбзазара, агәабзиарахьчара, аҵарадырра, егьырҭ ахырхарҭақәа хаҭақәа. Сырзааҭгылоит иара убас аҳәынҭқарра ашәарҭадареи, адныҟатәи аполитикеи ирыдҳәалоу азҵаарақәа. Уважаемый Лаша Нугзарович, депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия, уважаемые соотечественники, в соответствии с основным законом Республики Абхазия обращаюсь к вам с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики государства в предстоящем и в ближайшей перспективе. Мы вступили в 2025 год после очередных серьезных политических испытаний на прочность наших государственных институтов и нашего общества, которые привели к внеочередным президентским выборам. Политический кризис, который пережила республика, выявил как уязвимость системы государственного управления, так и зрелость общества, его стремление к сохранению мира и стабильности в нашей стране. Открытость – залог устойчивости нашей политической системы. Как сказал наш великий Фазиль Искандер, настоящая жизнь – это разговор. Я глубоко убежден, только открытость, внимание к людям и честный обмен мнением могут стать основой доверия. Этот разговор – наш главный ориентир. Тысячи обращений, встреч в городах и селах, анализ ожиданий граждан – все это определило содержание моего сегодняшнего послания. Я счел необходимым в значительной мере посвятить его нашим внутренним задачам, вопросам политической стабильности и доверия к власти, состояния и перспективам экономического развития, социального обеспечения, демографии, образования и других важных сфер. Остановлюсь на вопросах обороны и безопасности, внешней и внутренней политики. Исхожу из принципиального для всех нас понимания. Только в рамках собственного независимого государства мы сможем сохранить наш язык, самобытную культуру, историческую память и национальную идентичность. Иными словами, сохранить себя как народ. Но все эти задачи невозможно решить без прочного фундамента нашей государственности. Наша независимость была завоевана высочайшей ценой в Отечественной войне народа Абхазии. Подвиг наших ветеранов и добровольцев, мудрость и несгибаемая воля первого президента Абхазии Владислава Григорьевича Ардзинба заложили этот самый прочный фундамент, на котором мы с вами сегодня строим нашу страну. Как писал великий Баграт Шингба, память – это мост между прошлым и будущим. Мы с вами вместе строим этот мост своим трудом, знанием, мудростью и честностью. Современный мир остается нестабильным и полным вызовов. Военно-политическая обстановка все более нагнетается, и мы, как часть мирового сообщества, не можем оставаться в стороне. Считаю необходимым отвечать на вызовы, как уже существующие, так и вновь возникающие. Эта реальность создает для нас
целый пласт вопросов и задач, от успешного решения которых зависит дальнейшая судьба нашего государства. Остановлюсь на ключевых из них. Укрепление и развитие абхазской государственности – это в первую очередь крепкие институты власти и гражданского общества, высокое качество государственного управления, современные вооруженные силы, эффективные правоохранительные органы и судебная система, развитая экономика и социальная сфера. Будущее нашей страны, ее экономическое и политическое развитие неразрывно связано с углублением сотрудничества с Российской Федерацией, укрепление союзнических отношений между нашими странами, ключевая гарантия нашей безопасности, фундамент устойчивого развития и важнейшие условия для продвижения Республики Абхазия на международной арене. Повышение эффективности государственного управления. Экономическое развитие – это базис, на котором строится вся жизнедеятельность государства. Без прочной экономической основы невозможно достижение ни одной из поставленных целей. Мы будем принимать действенные меры, способные придать новый импульс как отраслевому развитию, так и сбалансированному развитию регионов. Уважаемые коллеги, в первую очередь хочу обратить внимание на основные показатели 2024-2025 годов и задачи, которые мы ставим перед собой в 2026 году, имея целью обеспечения устойчивого роста и повышения качества жизни граждан. Согласно статистическим данным, ВВП Абхазии в 2024 году составил более 90 миллиардов рублей, что на 30% выше аналогичного показателя 2023 года. Внешнеторговый оборот Республики Абхазия за 11 месяцев 2025 года составил 54 миллиарда рублей, что на 3,4 миллиарда, то есть на 6,8% больше аналогичного периода 2024 года. Увеличились поставки машин и оборудования, подакцизных товаров, сохраняется экспорт сельскохозяйственной продукции, винодельческой и рыбной отрасли. Акцентирую ваше внимание на устоявшиеся тенденции к ежегодному росту собственных доходов. В 2024 году при плане почти в 11 миллиардов рублей уровень собственных доходов составил 12 миллиардов рублей. В текущем году динамика роста сохраняется. Мы запланировали собственные доходы на уровне 12,7 миллиарда рублей, при этом прогнозируем достичь 13 миллиардов рублей. На 2026 год перед правительством поставлена задача довести объемы собственных доходов более чем в 13,5 миллиардов рублей. Реализация этой цели возможна только при условии повышения качества налогового администрирования, усиления таможенного контроля и, следовательно, вывода экономики из тени. В то же время устойчивый рост собственных доходов позволяет принимать решения по увеличению финансирования социальных выплат, проведению ремонтно-восстановительных работ на объектах энергетики, социальной и культурной инфраструктуры, развития молодежи и спорта, существенного увеличения финансирования программ поддержки малого и среднего предпринимательства, проектов сельского хозяйства. Из собственных доходов осуществляется дополнительное финансирование лечения наших граждан, в том числе и за пределами нашей страны. В этом году в целях доведения до уровня целевых значений в соответствии с абхазо-российскими договоренностями повышена заработная плата категории работников государственных учреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, социального обслуживания граждан. Объем бюджетных ассигнований на эти цели в текущем году составили дополнительно более чем 300 миллионов рублей. В 2026 году нами также запланирована очередная индексация заработных плат указанной категории работников. В целях осуществления бюджетных инвестиций и в рамках реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию в
2025 году была оказана поддержка Российской Федерации в размере 3 миллиардов рублей. Несмотря на определенную положительную динамику по ряду экономических показателей, остаются проблемы, которые тормозят развитие нашей страны. Среди них ограниченность внутреннего рынка сбыта готовой продукции и сезонность спроса, недостаток оборотных средств у субъектов бизнеса, низкий уровень кредитования и проблемы самой кредитной системы, не отвечающая требованиям времени, развитость банковского и общефинансового сектора, недостаточная доступность и качество электроснабжения, изношенность инженерной инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения, канализация, недостаточно развитая транспортная инфраструктура, отсутствие автоматизированных процессов при предоставлении государственных услуг субъектам бизнеса. К этим проблемам следует отнести еще одну особо важную проблему – дефицит высококвалифицированных кадров и рабочей силы в целом. Важным аспектом повышения деловой активности является оказание государственной поддержки национального бизнеса в приоритетных отраслях, а также гарантии защиты прав производителей. В этом ключе главным приоритетом для нас является не только поощрение крупных проектов, в том числе инфраструктурных, но прежде всего развитие малого и среднего предпринимательства. Малый бизнес – это основа экономической устойчивости, занятости и инициативы на местах. Государственная поддержка в виде грантов, субсидий и доступа к льготному кредитованию будет стимулировать предпринимательскую активность наших граждан и способствовать появлению новых актуальных проектов. Важно понимать, чрезмерная зависимость от отдельных отраслей, таких как туризм, делает экономику уязвимой к внешним факторам. Поэтому, помимо развития традиционных сфер экономики, необходимо активно искать и поддерживать новые направления. Это может включать в себя развитие производства, ориентированных как на внутренний рынок, так и на экспорт. Мы будем активно поддерживать проекты, способствующие созданию новых рабочих мест, увеличению экспортного потенциала страны и продвижению национальных товаров на внешние рынки. Среди мер поддержки государственной политики в экономической сфере планируем продолжить реализацию целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в объеме 500 миллиарда рублей. К примеру, такая мера поддержки в текущем году составила 125 миллионов рублей. Прямая задача мероприятий программы заключается в существенном усилении роли малого и среднего предпринимательства. Рассчитываем на социально-экономический эффект в виде повышения занятости и доходов населения, рост предложения товаров и услуг. Уважаемые депутаты, мы рассматриваем развитие агропромышленного сектора как ключевой элемент стратегии продовольственной безопасности государства и развития страны в целом. В этой связи наши усилия будут направлены на стимулирование собственного производства и переработку сельскохозяйственной продукции внутри нашей республики. В 2025 году на поддержку сельского хозяйства направлено 150 миллионов рублей. Реализовано 342 проекта во всех районах республики. Только за один год заложено порядка 160 гектаров многолетних насаждений, прежде всего цитрусовых садов. 60 фермерских хозяйств получили поддержку по развитию животноводства и птицеводства. 80 хозяйствам безвозмездно передана малая сельхозтехника и оборудование. Проведена обработка посевов и насаждений с применением современных средств защиты растений на площади порядка 30 тысяч гектаров. Индивидуальные хозяйства получили государственную поддержку оборудованием для переработки фруктов, овощей, винограда, цитрусовых, что позволяет увеличить долю добавленной стоимости
создаваемой внутри нашей страны. В 2026 году мы поставили задачу увеличить объемы господдержки аграриев до 500 миллионов рублей. Продолжим закладку садов и виноградников, будем развивать питомниководство, расширять мощности по хранению, сортировке и переработке продуктов сельхозназначения. Хочу подчеркнуть, что впервые государство оказывает столь значимую поддержку в рамках таких внушительных объемов. Знаю, по разным причинам не все согласны с программой поддержки проектов на селе, считая ее неэффективным расходованием средств в связи с отсутствием быстрой отдачи. Но я в корне не согласен с этим, поскольку считаю правильным и необходимым государственное вложение в перспективные агропромышленные проекты с отложенным эффектом. Меры финансово-экономической и инфраструктурной поддержки села должны остановить отток молодого населения, стимулировать возвращение к истокам, но в современных, комфортных для жизни условиях. Этой цели должна служить и возможность предоставления льготного кредитования подобных проектов. До недавнего времени государственная поддержка сельской молодежи носила разрозненный характер. В 2025 году впервые был проведен республиканский конкурс «Халшара» для молодых жителей села с целью поощрения их активности и стремления строить жизнь на родной земле. Отмечу, в новом году реализация программ поддержки сельского хозяйства, а также малого и среднего предпринимательства будет осуществляться под более строгим контролем с учетом ранее выявленных недочетов. Эти программы получат особый статус. Они будут в статусе национальных проектов. Дополнительно к принимаемым мерам поручаю правительству в 2026 году осуществить прямую финансовую помощь из программы господдержки аграриев по 1 миллиону рублей непосредственно на каждое село Абхазии, чтобы сельские жители могли самостоятельно решить, на какие первоочередные нужды необходимо направить эти средства. Уважаемые депутаты, мы готовы вместе с вами проработать над актуальными первоочередными мерами, направленными на развитие наших сел. Этот вопрос общей ответственности и требует сбалансированного и консолидированного подхода. Коллеги, одной из важнейших основ устойчивого развития экономики является стабильная и эффективная банковская система. На конец 2025 года банковская система Республики Абхазия включает в себя 14 кредитных организаций, работающих под контролем Национального банка Республики Абхазия. Наша банковская система сохраняет устойчивость, обеспечивает бесперебойное проведение расчетов граждан и субъектов экономики. Таким образом, вносит существенный вклад в экономическое развитие страны. В условиях ограниченных возможностей по увеличению ресурсной базы прибыль банков является существенным источником наращивания их кредитного потенциала. Не менее важным является рост безналичного оборота денежных средств, оплачиваемых с помощью банковских карт через инфраструктуру национальной платежной системы Республики Абхазия. Нам необходимо и дальше развивать безналичные расчеты, повышать уровень обслуживания, переходить к более качественным финансовым продуктам. Уважаемые депутаты, хочу обратить внимание на один из важнейших аспектов, обеспечивающих самодостаточность государства. Этого невозможно добиться, когда национальная экономика хронически зависима от внешней помощи. Один из ответов на этот вопрос лежит на поверхности. Реализация эффективной экономической политики, где краеугольным камнем в ней выступает налоговая система. Отношение граждан к налоговым обязательствам напрямую влияет на общее экономическое положение дел в стране. Никоим образом не умаляю заслуги налоговой системы формирования национальной экономики. Важно оптимизировать организационную структуру самого ведомства, установить исчерпывающий перечень прав
и обязанностей налогоплательщиков, а также полномочий налоговых органов. С учетом наработанной практики необходимо разработать проект налогового кодекса Республики Абхазия. В проекте налогового кодекса должны быть закреплены ключевые меры, направленные на совершенствование всей системы, в том числе и основных задач формирования правовой базы, способствующей значительному повышению эффективности контроля, уменьшению избыточной административной нагрузки, а также улучшению условий предпринимательской деятельности с акцентом на поддержку добросовестных участников налоговых отношений. Убежден в том, что налоговая реформа – один из ключевых шагов к построению справедливой и современной экономики. Рассчитываю на активную поддержку парламента и профессиональное сообщество. Дорогие коллеги, с учетом особой значимости инфраструктуры как одной из основ экономического развития, в 2025 году мы продолжили инвестирование в капитальное строительство. 2 миллиарда 161 миллион рублей было направлено на реализацию 311 мероприятий по всей стране, источником финансирования которых являются как и финансовая помощь Российской Федерации, так и источники дохода бюджета, собственные доходы бюджета в размере порядка миллиарда рублей. Эти мероприятия включают в себя строительство, реконструкцию и ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе, прежде всего, это автодороги. Хочу напомнить, уважаемые коллеги, что капитальный долгожданный ремонт участка дороги, дублер республиканской трассы по Нижней Шере впервые можно считать введенным в эксплуатацию. Такие работы, как благоустройство дворовой территории, восстановление системы водоснабжения, водоотведения и ремонт канализационных насосных станций, детские площадки и спортивные объекты, объекты здравоохранения, включающие в себя завершение строительства и ввод в эксплуатацию ангиографического центра и продолжение работ по строительству детской больницы, ремонт общеобразовательных учреждений, реконструкция кровель жилых домов и учреждений, расчистка русел рек, берегоукрепительные работы и прочие мероприятия. Дополнительно в этом году реализована специальная программа по строительству многофункциональных спортивных и детских площадок в количестве 18 объектов в городе Сухум и в районах республики на сумму 225 миллионов рублей при поддержке общероссийского общественного движения «Молодая Россия» из Краснодарского края. Действительно, эти площадки стали центром притяжения наших детишек. Дорогие соотечественники, практически каждый объект, который был отремонтирован или построен в этом году, попал в эту программу по просьбам жителей республики, озвученным мне или членам моей команды во время многочисленных встреч при посещении мною городов и сел республики. В 2026 году мы планируем продолжить модернизацию дорожной сети, коммунальной инфраструктуры и социальных учреждений во всех районах нашей страны. Хотел бы, пользуясь случаем, проинформировать вас о том, что в соответствии с достигнутыми соглашениями с правительством Российской Федерации в следующем году на решение вопросов, связанных с инфраструктурой, будет дополнительно направлено на улучшение качества дорог еще 1 миллиард рублей. Уважаемые коллеги, энергетика остается одним из ключевых вызовов и одновременно одним из важнейших направлений развития страны. Без надежного энергоснабжения невозможно поступательное развитие экономики.
не может эффективно развиваться промышленность, сельское хозяйство, туризм, социальная сфера и многое другое. Мы это осознаем и соответствующим образом выстраиваем приоритеты. Вспомните, в прошлом году зимой наша страна была обесточена, были введены веерные отключения, которые достигали до 10 часов в сутки. Многие буквально замерзали в своих домах и квартирах. 23 декабря 2024 года, после моего обращения к президенту России Владимиру Владимировичу Путину, начался гуманитарный переток электроэнергии. Постепенно мы с вами забыли о веерных отключениях и теперь боремся лишь с аварийными, которые, к сожалению, не редкость. Однако мы не стоим на месте. В 2025 году был проведен комплексный аудит электроэнергетического сектора. Его итоги ожидаемо подтвердили необходимость значительных инвестиций в объеме не менее 12 миллиардов рублей. Нами уже ведется замена наиболее изношенных участков линий электропередач. Ведется обновление трансформаторных мощностей. Кроме того, с августа по декабрь 2025 год по моему поручению РУП «Черноморэнерго» был организован переток электроэнергии из Российской Федерации для покрытия энергодефицита в осенне-зимнее время. Но что важно, этот переток мы добросовестно оплатили. Его стоимость составила порядка 495 миллионов рублей. И что еще более важно, впервые переток оплачивается не из госбюджета, а за счет средств, поступивших от абонентской платы за потребленную электроэнергию. Организация данного перетока позволила нам более гибко управлять водным ресурсом системы Ингургэс. Эта мера позволит избежать веерных ограничений в подаче электроэнергии населению. Хочу подчеркнуть, мы и впредь будем прилагать все усилия по недопущению веерных отключений электроэнергии. Для этого нам нужны не только эффективные антикризисные меры, но и системная глубокая модернизация. Практика показывает, что предпринимаемые меры по противодействию незаконным подключениям к сетям, локальная модернизация изношенного сетевого комплекса, выстраивание системы учета потребления электроэнергии и установка приборов учета ощутимо влияют на снижение объемов дефицита электроэнергии в стране, а значит, снижение объемов финансовых средств на его покрытие и снижение технической нагрузки на всю энергосистему. Потребление электроэнергии за 11 месяцев 2025 года снизилось на 85 миллионов киловатт-час. Показатели собираемости за 11 месяцев текущего года вырос и составил 53%. Хочу здесь выразить благодарность нашим соотечественникам, гражданам, которые своевременно оплачивают за потребленную электроэнергию. Ваша гражданская ответственность позволила государству направить финансовые средства на решение первоочередных проблем в электроэнергетике. Дорогие коллеги, в 2026 году мы ставим перед собой задачу реализовать поэтапную программу модернизации сетей. Она предусматривает наращивание темпов установки приборов учета. На первом этапе планируется установить около 23 тысяч приборов учета в многоквартирных домах. Для этих целей будут направлены порядка 940 миллионов рублей, из которых часть средств – это средства РУП «Черноморэнерго», а 500 миллионов – это финансовые средства, полученные от приватизации курортного объекта в Гагарском районе. Это мое принципиальное решение, которое я принял, несмотря на разные рекомендации. Коллеги, мы не будем поступать как обычно и отдать эти деньги в виде кредитов, часто, кстати, невозвратных, на различные частные и другие инициативы. Это несправедливо и это не полезно для страны. Теперь
все средства от приватизации государственной собственности в обязательном порядке пойдут на решение системных, застарелых проблем нашей страны, а значит, для улучшения жизни, качества граждан нашей страны. В рамках второго этапа планируется установить более 37 тысяч единиц приборов учета в индивидуальных жилых домах. Стоимость проекта оценивается более чем в 1 миллиард рублей. Уважаемые соотечественники, вместе с масштабной модернизацией энергетики мною дано поручение выработать предложения по диверсификации энергоисточников, приступить к проработке и внедрению альтернативных источников, в том числе и солнечной генерации. Разумное использование солнечной энергии позволит в перспективе снизить зависимость потребителей от централизованного энергоснабжения. Законопроект по альтернативным источникам электроэнергии будет представлен в парламент в скором времени. Очевидно, что все эти меры не обеспечат необходимое развитие электроэнергетической сферы в целом. Даже если мы увеличим генерацию электроэнергии путем в том числе и необходимо восстановлением перебадных ИНГУР-ГЭС, где мы получим порядка 100 мегаватт, но и это не покроет всей потребности растущей экономики. Поэтому возникает необходимость изучения возможности разработки газового месторождения для создания новых источников генерации. В случае подтверждения наличия у нас необходимых запасов и перспективы их использования, проект будет реализован в приоритетном порядке. Уважаемые коллеги, по моему поручению буквально на днях правительство приняло решение о введении льготной тарификации за пользование электроэнергией, которая учитывает финансовое положение социально уязвимых категорий граждан и отдельных специальностей, в которых нуждается государство. Также мною поручено правительству продумать льготные тарифы за потребленную электроэнергию для таких категорий, как сельский учитель и семья с 3 и более несовершеннолетними детьми. Наша цель – энергетическая стабильность и устойчивое развитие, чтобы у каждого гражданина нашей страны был свет и тепло, чтобы энергетическая система стала прочной основой экономического роста и социальной справедливости. Благодарю энергетиков, как действующих, так и бывших, в том числе вашего коллегу Резу Платоновича, которые активно участвовали в реализации проектов, которые я озвучил ранее. Уважаемые депутаты, соотечественники, в 2025 году государством профинансировано 9 ведомственных и 1 межведомственное целевые программы. Их общее финансирование в текущем году составило более 660 миллионов рублей. Поддержаны направления, охватывающие такие, как сферы медицинской помощи, реабилитации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия, оказание химиотерапевтической помощи больным, лечение бесплодия с использованием метода ЭКО, обеспечение лекарственными средствами в государственных медицинских учреждениях и другие не менее важные направления. Кроме того, мы продолжаем бесперебойно финансировать потребности системы здравоохранения в приобретении оборудования, текущем и капитальном ремонте. Медицина на местах получила поддержку, по всем районам направлены автомобили скорой помощи. Ачимчирский центральный пункт, больница получила передвижной комплекс стоимостью в 38 миллионов рублей. При содействии российских коллег проведена широкомасштабная диспансеризация детского населения, профилактические осмотры во всех районах Абхазии. Диспансеризацию прошли 27 тысяч школьного и дошкольного возраста. В результате выявлено около 14 тысяч детей, нуждающихся в регулярном
наблюдении. 230 нуждались в более глубоком обследовании и лечении. Часть из них была направлена в медучреждения России, а часть из них прошла лечение на территории нашей страны. Внедрена телемедицина. На базе республиканской больницы был создан центр, в котором проведено свыше 150 консультаций с ведущими клиниками России. Особо хочу отметить открытие ангиографической операционной в Республиканском сосудистом центре. Считаю это новый шаг в развитии медицины нашей страны. Это уникальная возможность с помощью высокотехнологичного оборудования спасать жизни пациентов здесь и сейчас, не теряя драгоценного времени на их транспортировку. За первые недели работы в центре было выполнено несколько десятков операций. Это демонстрирует высокую потребность в современной медицинской технологичном оборудовании. По поручению Минздравом Республики подготовлен перечень медицинского оборудования, которое остро необходимо для укомплектования наших медицинских учреждений. И наши усилия будут направлены на решение этой очень важной задачи. При прямой поддержке Российской Федерации ведется активное строительство современного многофункционального медицинского центра в городе Сухум, который будет способен оказывать медицинскую помощь нашим детям на всех этапах, от диагностики до реабилитации. Эти важнейшие, на мой взгляд, направления прямо влияют на демографическую ситуацию и качество жизни в нашей стране. При этом, очевидно, нам требуется комплексная модернизация всей системы здравоохранения. Поэтому правительству необходимо в сжатые сроки принять подзаконные нормативные акты, которые позволят в полной мере реализовать закон о здравоохранении, принятом еще в 2016 году. Давно назревшим является решение вопроса об определении видов бесплатных и платных медицинских услуг. Ситуация, когда мы декларируем бесплатную медицину, а в это время в государственных учреждениях страны оказание услуг фактически является платным, и это никак не регулируется государством, более невозможно. Плата взимается, используя государственное имущество, медицинское оборудование, расходные материалы, площади и электроэнергию. По моему поручению в августе текущего года начата разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию закона Республики Абхазия о здравоохранении, которое будет определять гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, а также перечень, порядок и условия оказания платных услуг, предоставляемых в государственных медучреждениях. На первом этапе планируется утвердить перечень платных услуг, оказываемых иностранным гражданам и лицам без гражданства. Пользуясь случаем, хочу сказать, что высоко ценю труд наших медицинских работников, их самоотверженность. Выражаю врачам, администраторам, медсестрам, водителям скорой помощи, всему медицинскому сообществу Абхазии глубокую благодарность. Мы понимаем, в каких трудных условиях работают многие из вас, и сделаем все, чтобы улучшить эти условия. Уважаемые коллеги, общеизвестно, что эффективная государственная политика в области социальной поддержки населения напрямую влияет на демографическую ситуацию. Сегодня уполномоченные государственные органы ориентированы на реализацию первоочередных мер в рамках уже действующей государственной целевой программы «Жилище 26-28» и межведомственной целевой программы развития демографии на 2026 год. Считаю, что для комплексного подхода к решению вопроса демографической политики необходимо принятие еще ряда отдельных программ поддержки, таких как государственная программа охраны здоровья матери и ребенка
и государственная программа обеспечения жильем многодетных семей. В течение этого года я много общался с многодетными матерями, с молодыми специалистами, создавшие семьи, но не обеспеченные собственным жильем или нуждающимся в серьезном улучшении жилищных условий. Это жители нашей республики, наши с вами граждане. Они мне задают, в общем-то, всегда одни и те же вопросы. Как планировать свое будущее? Как удержаться от поисков работы и счастья за пределами нашей страны? Как увеличить рождаемость, если нет четких перспектив достойной жизни? Считаю, что эти вопросы ко мне, как к главе государства, абсолютно обоснованы. Уважаемые коллеги, адресую их и вам. Думаю, пришло время серьезно заняться пересмотром демографической политики, сформировать подходы, основанные на принципах справедливости и социального приоритета. Предметно я готов вместе с вами проработать данный вопрос. И прежде всего предлагаю подумать о моделях централизованного управления жилищным жильем военной операции, управления.